30-летию независимости Республики Казахстан с 25 по 31 октября проходила экспедиция «Путь лидера». Целью экспедиции являлась популяризация творческого и политического пути первого президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Назарбаева и посещение важных мест в жизни лидера нации. Члены делегации встретились с участниками проекта «Медаль Елбасы». И сегодня у нас в гостях обладатель бронзовой медали Елбасы, ученик 10 класса Смирновской школы Данияр Кудяров. Данияр, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Очень отличное. Расскажите, пожалуйста, откуда началась ваша экспедиция? С какого города? Наша экспедиция началась с села Шамалган, это родина нашего Елбасы. Там мы посетили историко-культурный центр Атамекен, в котором очень много исторических экспонатов. Мы видели первые автомобили Елбасы, исторические документы, копию Конституции нашей страны и очень-очень много интересных фотографий. А сколько участников всего участвовало? В данной экспедиции участвовало 10 человек. Все они амбассадоры проекта «Медаль Елбасы». А что нового вы узнали для себя о первом президенте? Для себя нового, конечно же, я увидел, что насколько сильно он старается для нашей страны, проделывает такую огромную работу. И я это видел, причем в каждом городе нашей страны. Также я заметил, что когда мы были в его школе в городе Каскелине, там нам показали его аттестат. И в аттестате Нурсултана Абишевича были все пятерки, кроме русского языка. И вот у меня тоже по русскому языку стоит 4, а по всем остальным предметам это 5. Возможно, это какое-то совпадение, но я так не думаю. Это ваша первая экспедиция? Да, это моя первая экспедиция. Какой город из всей экспедиции вам понравился больше всего? Больше всего мне запомнился город Туркестан, так как я очень люблю историю. Я очень много читал про него в книгах, в журналах. И вот у меня была такая прекрасная возможность прикоснуться к истории, можно сказать, своими руками. Данияр, расскажите немного о себе. Я учусь в 10 классе. Смирновской средней школы номер 1, являюсь президентом школы. Также я член детских представительств Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан. Очень люблю дебаты, участвую в областных дебатах. Сейчас мы с ребятами готовимся выступать на республиканских дебатах. Также я занимаюсь волонтерством. У нас в нашем районе есть дом-интернат для престарелых, куда мы с ребятами ходим с концертами до карантина, дарим какие-то подарки. Также у нас в школе есть кабинет поддержки инклюзии, где мы проводим акции «Подари улыбку ребенку», «Подари книжку». В общем, я вокруг себя собрал таких идейных ребят, с которыми мы делаем хорошие дела. Супер. Я знаю, что из 20 тысяч участников проекта «Медаль Елбасы» медали выбрали всего 10. Как проходил отбор? Отбор проходил среди самых активных и талантливых участников. Он проходил у нас на платформе Zoom в течение 2 дней, где мы рассказывали о себе, о своих талантах, чего мы достигли за период данного проекта. И было отобрано 10 лучших претендентов. И мы стали амбассадорами. А когда вам вручили бронзовую медаль? Бронзовую медаль мне вручили зимой в районном акимате, мне ее вручил аким района. Супер. Данияр, расскажите, кем вы хотите стать через 10 лет? Кем вы себя видите? В будущем я хотел бы стать дипломатом, так как я очень люблю общение с людьми, мне легко дается изучение языков. И, знаете, мне очень нравится помогать людям. Даже вот сейчас моя деятельность, волонтерская деятельность. В будущем я хочу помогать людям на международном уровне, чтобы, конечно же, и наша страна процветала. Я планирую в будущем также создать свой благотворительный фонд, в котором буду помогать казахстанским семьям. Откуда у вас столько стремления? Учась в 10 классе, вы уже знаете, кем хотите стать? Может быть, это как-то корень откуда идет? Ну, конечно, в первую очередь, это воспитание в семье. В школе очень много для меня. В меня вкладывают директор, заучи, классный руководитель. Я, конечно, им за это очень сильно благодарен, за их нелегкий труд. Знаете,
То, что я стану дипломатом, я долго думал, кем я буду. Поначалу я хотел быть врачом, но потом понял, что это не мое, что я могу помогать людям более глобальнее, своими знаниями, своими талантами. А что вот вы были в экспедиции, что вдохновило вас больше всего, помимо вот аттестата, который вы сказали про эту 4? Больше всего, меня также вдохновили активные идейные ребята. Приезжая в каждый город, мы встречались с активными участниками проектов Академии Эльбасы, делились с ними опытами, они рассказывали очень интересные идеи. И вот даже сейчас по приезду домой мы все равно поддерживаем с ними связь, общаемся и думаем сделать какой-нибудь совместный интересный проект. А были ли моменты, когда просто все захотелось оставить, бросить, не было ни желаний? Может быть, какие-то казусные моменты были в школе, на пути к тому, что вы вот стали амбассадором, да, проекта «Медали Эльбасы»? Я думаю, что у каждого человека, который выходит на публику, есть свои определенные хейтеры. Я стараюсь их не воспринимать близко к сердцу, так как у меня есть четкая цель, и я к ней стремлюсь. Супер. Расскажите о ваших планах. Первостепенно это закончить школу с отличием, поступить в университет на грант и, конечно же, устроиться в Министерство иностранных дел. А если будет выбор учиться в Казахстане и учиться у нас за границей? Если учиться за границей, то я считаю, что есть такая прекрасная программа, как «Болашак». Вот по ней бы я бы учился за границей. А так, лучше на родине. Данияр, расскажите немного о себе. В школе я являюсь президентом школы. Я собрал из себя совет старшеклассников. Это все активные идейные ребята, с которыми мы делаем хорошие дела. Также эти ребята старосты своих классов. Я даю им поручения, они выполняют их с ребятами. Например, какие-то школьные акции, конкурсы. Также, допустим, мы с ребятами проводим акции по противодействию коррупции среди детей, среди взрослых, потому что дети, которые учатся в школе, через 5-10 лет станут взрослыми, чтобы они были добропорядочными, честными гражданами нашей страны. Поэтому мы ведем такую работу. У нас в школе есть магазин честности. Также в школе мы с ребятами любим проводить концерты. Особенно когда до карантина нам это позволяла эпидситуация. У нас были шикарные концерты, осенний бал, Новый год. Мы с ребятами всегда старались делать красивые концерты, чтобы каждый класс на нем выступил со своим каким-то необычным номером. Потому что мы живем в селе, у нас нет такой большой возможности ходить по каким-то мероприятиям, да, как в городе, но мы создаем это все для себя сами. Также я хочу похвастаться, что на нашей школе на данный момент 23 участника проекта «Медали Эльбасы», за что мы были отмечены сертификатом на 2 миллиона тенге, который мы планируем потратить на покупку кабинета робототехники в нашей школе. А как проходит отбор по проекту? То есть как определяют, кому вручать? В «Медали Эльбасы» есть 7 направлений: волонтерство, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, трудовая практика и туристические походы. По каждому из направлений даются задания. Они еженедельные. Эти задания дисциплинируют человека. Почему? Потому что, допустим, задание, каждую неделю прочитать по 50 страниц определенной книги. Допустим, я прочитал книгу Александра Бека, которая называется «Волоколамское шоссе». Очень интересная книга. Я узнал очень много для себя. Про Бауыржана Момышұлы, да, очень много написано. Я считаю, что я совсем не зря прочитал эту книгу, а узнал, наоборот, много нового для себя. Также по направлению таланты и навыки за период проекта я научился играть на гитаре, что тоже очень здорово для меня. Я бы хотел выразить большую благодарность за этот проект, так как действительно он развивает казахстанскую молодежь. Ведь вся молодежь от 14 до 29 лет может участвовать в этом проекте. Даже общаясь с ребятами постарше, кому 28-27 лет, у них уже есть своя семья, работа, да, и, допустим, медаль им не особо нужна. На самом деле она дисциплинирует, как я уже говорил. Взрослые люди для получения медали занимаются спортом. Допустим, потому что я когда общался, они говорят, что сами мы не ходили бы в спортзал, так не пробегали, а так как есть задание, есть цель получить медаль Эльбасы, это очень стимул такой большой.
да, даже взрослых людей. А расскажи о своем хобби помимо учебы. О своем хобби, ну, я люблю слушать музыку, я играю на гитаре, я люблю проводить время с друзьями, люблю смотреть документальные исторические фильмы и, конечно же, проводить время в кругу своей семьи. А как насчет спорта? Я очень люблю спорт, занимаюсь футболом и пауэрлифтингом. Как ты думаешь, по твоему мнению, 5 основных качеств человека-лидера? Главное быть целеустремленным, честным, добропорядочным, толерантным и неподкупным. Супер. Спасибо, Даниэль, что пришли. Вам большое спасибо. Я желаю вам только успехов.